Сбербанк присоединился к новой правительственной программе поддержки предпринимательства. Она предназначена для помощи ИП, на которых серьезно сказалась ситуация с пандемией. Одно из ключевых условий – соответствие ОКВЭД компании списку пострадавших отраслей. То есть, простым языком, ОКВЭД – это вид деятельности компании. На данный момент их более 40. Малый бизнес обычно, когда свой бизнес регистрирует, он, так как на первоначальном этапе он не знает, он знает, чем он будет заниматься, но он страхуется и, в принципе, чтобы потом не перерегистрироваться, выбирает много ОКВЭДов. И если, допустим, вы занимаетесь парикмахерской, а на текущий момент под вашей же, под этой же регистрацией вы занимаетесь ремонтом машин, то допускается, что у малого бизнеса должно быть в перечне его ОКВЭДов, видов деятельности, находится этот, скажем так, этот ОКВЭД, который нам нужен, который является в списке пострадавших. Для среднего бизнеса, это у которых уже более 400 миллионов оборот и так далее, этот ОКВЭД должен быть основным. Пока в банк поступило 3 заявки от представителей малого бизнеса на сумму более 1 000 000 рублей. При этом одна уже одобрена, а остальные в процессе рассмотрения. Их так мало только потому, что многие не в курсе о положенной им государственной льготе. Главное преимущество программы – получения кредита, который в дальнейшем может перейти в категорию безвозмездной помощи. Согласно условиям программы, при сохранении компании не менее 90% персонала, 100% кредита списывается государству. Там в зависимости от количества, от процентного соотношения от сохраненного персонала, наверное, будет процентное соотношение кредита списываться за счет государства. То есть, если, допустим, у вас в штате 10 человек, вы сейчас по формуле расчета рассчитаете общую сумму по этой программе, которая вам положена, и если до апреля месяца 2021 года у вас сохранится этот штат, то за вас государство этот кредит погасит банку. Таким образом, кредит и проценты по нему не нужно будет возвращать банку при соблюдении этих условий. Максимальная сумма кредита зависит от численности работников и даты заключения договора. Чем раньше он оформлен, тем больше денег можно взять в долг по льготной ставке. Максимальная сумма кредита рассчитывается по формуле МРОТ с учетом районных коэффициентов и надбавок плюс 30% МРОТ на страховые взносы. Умножаем на численность работников на 1 июня текущего года и на количество месяцев с даты заключения договора до 1 декабря. Например, в ресторане официально работает 10 человек. В июне компания сможет взять по льготной программе кредитования 946 140 рублей. А теперь давайте простым языком попробуем рассчитать на одного человека МРОТ, то есть 12 130 рублей. Умножаем на 30%. Затем получившуюся сумму туда же прибавляем 12 130 рублей. И вот эту получившуюся сумму мы умножаем на 6. Получается на одного сотрудника 94 614 рублей. Если взять кредит не в июне, а в августе, сумма будет меньше, потому что базовый период сократится. В августе тот же ресторан, к примеру, получит максимум 630 000 рублей. Но эти деньги не выдадут сразу, банк будет перечислять их постепенно. Основная суть программы – поддержать бизнес, оказавшийся в сложной ситуации, и возобновление деятельности. Поэтому кредит можно взять сразу по нескольким целям. В основном, так как он завязан на МРОТ, это в принципе на выплату заработной платы, но также можно его использовать и на пополнение оборотных средств, и на погашение ранее полученных кредитов по программе МЭР 8,5, там есть еще разные программы, и на погашение этих кредитов, в основном на выплату, получается, на поддержание штата, на выплату заработной платы сотрудникам. Те индивидуальные предприниматели, которые изначально вели правильный учет и правильно оформили свой штат, конечно же, они имеют, больше шансов получить данную поддержку. Потому что это люди, которые отчисляли налоги, до своих сотрудников? Они и отчисляли налоги, и показывали свой штат официально. Только в Ингушетии, по предварительным оценкам экспертов, более 1000 индивидуальных предпринимателей, подпадающих под новую программу. Помимо Сбербанка в условиях кризиса свою поддержку готовы предложить и в Россельхозбанке. В отношении представителей малого бизнеса, в отношении юридических лиц введен ряд временных положений по оказанию поддержки
Введены льготные процентные ставки конкретно по возобновлению деятельности, прекратившейся в результате сложившегося экономического кризиса. Также мы продлеваем срок действия договоров, потому что клиенты в любом случае оказывались не в состоянии выплачивать свои долги, тоже в зависимости от обстановки. Также по физическим лицам у нас действовали пониженные процентные ставки. Мы во время этого карантина, согласно эпидемиологическим мерам, принимали клиентов, ежедневное было обслуживание по всем ключевым вопросам, которые у клиента возникают, определенную поддержку оказывали. Десятки ресторанов и кафе на грани краха, тысячи безработных и немалое количество банкротств. Пандемия преподнесла неприятные сюрпризы всей экономике. Поэтому главная задача правительства – поддержать бизнес. И новые меры как нельзя кстати. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.